Всем ассаламу алейкум, дорогие слушатели, зрители. Я бы, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с Днем Эмомали Рахмона, нынешнего президента Таджикистана. Почему его днем? Потому что я сегодня в социальных сетях вижу о том, как люди поздравляют друг друга с Днем Конституции, но хотелось бы отметить лично мое мнение, это не только мое мнение, мнение большинства, я так думаю, то, что никакой Конституции, Дня Конституции не было, нету и не существует по одной единственной причине. День Конституции можно тогда отмечать, когда есть Конституция, и Конституция, которая не тронута, Конституция, которая служит все-таки обществу, а не каким-то правителям, не каким-то чиновникам или депутатам. К моему большому сожалению, если мы вернемся на 5 лет, на 10 лет раньше, увидим, какая была у нас Конституция и какая сейчас есть, то мы увидим, как нашу Конституцию просто изгадили, испачкали, превратили ее в личный дневник, в дневник президента, в дневник Эмомали Рахмона. И этот президент пишет туда свои мысли, то, что он думает, то, что он хочет, свои правила, и меняет это в любой день, в любой момент. И никто не имеет права сказать ему что-то против его изменений. И все депутаты единогласно одобряют эти поправки, к моему большому сожалению. Поэтому не будем забываться и будем помнить то, что, к сожалению, будет звучать грубо, и демократию, и конституцию просто взяли и изнасиловали жестким образом вот эти правители, а именно Эмомали Рахмонов во главе в стае, скажем так, да, своих, скажем так, шестерок, которые поддакивают каждый раз, когда он хочет каких-то новых правил. Будьте умнее, будьте мудрее, требуйте, главное не молчать, главное требовать, потому что сегодня конституционные права граждан Таджикистана грубым образом нарушаются, а также и демократические принципы граждан нарушаются. Здравия вам, берегите себя. Еще раз поздравляю с днем тирана Эмомали Рахмона. Ассаламу алейкум.